Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо вам за ваши лайки, за вашу подписку, за ваши хорошие добрые комментарии, за те донаты, которые вы делаете моему каналу. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что приготовили для вас следующие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Прям так и спросите, что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Давайте будем смотреть. Попрошу я высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Что вам по судьбе на будущей неделе? Так, событий вышло много. Неделя будет очень интересной. Начну я с очень приятных новостей. Смотрите, здесь вышли кольца помолвочные. Видите? Одно и второе кольцо. Здесь у кого-то будет предложение руки и сердца. Кто-то кому-то будет делать. Либо кто-то получит, а кто-то узнает о том, что кто-то заключил помолвку. То есть приятные новости, добрые новости. Кто-то долго ждал, кто-то долго надеялся. Наконец-таки вы дождались. Все будет хорошо. Если вы спросите меня, а каким будет этот брак, я скажу, что он будет прекрасным. И здесь все очень правильно показано. Здесь обоюдное желание, здесь общая дорога жизни. И здесь женщина остается женщиной, а мужчина, он, вот в классическом таком, понимании, и защитник, и добытчик, и будет любить и оберегать. Вот те союзы, которые будут заключены, даже разговоры, например, вы с кем-то встречаетесь, общаетесь, и ваш мужчина так невзначай скажет, а как ты относишься к браку? Это такое, знаете, как предложение. Знайте, что если это ваша ситуация, этот брак будет очень успешным, добрым, таким, знаете, насыщенным, наполненным. Здесь весь спектр эмоций у вас будет в семье и в браке. Замечательно. Все сложится замечательно. Если вы получите предложение, не сомневайтесь, отвечайте «да». Если вы узнаете, что кто-то из ваших близких будет жениться, выходить замуж, знаете, что этот союз будет очень прочным и очень счастливым. Поэтому замечательная неделя для вот таких предложений. Если смотрит меня мужчина, собирался сделать предложение, делайте именно в эту неделю. Здесь вам сама судьба благоволит и обещает прекрасное будущее и развитие ваших отношений, вашей семьи. У кого-то идут дороги. Но дороги такие, знаете, они, я бы сказала, либо короткие какие-то, либо как-то быстро вы будете ездить. Может быть, на автомобиле, может быть, на какие-то короткие дистанции. Дороги как будто бы туда-обратно вы едете. Что хочу сказать. Дороги открыты. Дороги светлые, дороги без помех. Поэтому, если были какие-то дела запланированы, знайте, что все будет замечательно. Вам нечего ни опасаться, ни за что не переживать, ни ждать каких-то например, неприятностей, либо каких-то подвохов. Вам пути открыты. Но, опять же таки, повторюсь, здесь какие-то короткие дорожки вышли. То есть передвижение в рамках своего города. То есть дом, работа, какие-то дела. Здесь, прям постучу, все чисто, все открыто. Семейное благополучие. Вышел маленький чайник. Говорит о том, что все в доме хорошо. Все живы, здоровы, слава Богу. Накормлены, сытые, в тепле, в уюте. Все замечательно. Гости будут у кого-то. Дважды идут гости. Смотрите, один человек в дверь стучит, второй в дверь стучит. Гости идут с правой стороны. Гости приятные, хорошие, добрые люди, которые любят вас, которые идут к вам с хорошим настроением, с благими мыслями. Не какие-то неприятные личности. Хорошие люди. Дважды к вам могут нагрянуть гости, либо зайдут люди к вам в дом. Люди замечательные. Еще момент. На работе. На работе кому-то придется нелегко. Это что есть, то есть. У вас на работе какая-то сороконожка выходит. Ой, она же и на прусака похожа. Возможно, человек какой-то будет вести себя как паразит. Либо слишком много будет на себя брать, либо слишком много будет давать каких-то непонятных указаний, противоречащих друг другу. То есть человек самодур.
Столкнетесь вы с таким человеком, это может быть ваш руководитель, да, либо это может быть кто-то из коллег, там, возомнить себя, а может быть какой-то клиент придет, например, если вы в сфере услуг работаете, и будет вести себя, ну, скажем так, по-хамски, да, вот, честно скажем. Что делать вам? Ну, во-первых, постойте за себя, не бойтесь постоять за себя, вам очень важно, да, вот если человек ведет себя по-хамски, вы видите, вы наверху этого человека, вы у него на голове сидите, вы можете его одолеть, укажите ему на его ошибки. Не позволяйте, чтобы об вас вытирали ноги, либо чтобы кто-то портил вам настроение. Кстати, кто-то может столкнуться с таким хамством, например, в повседневной жизни. Да? Вот зашли вы в магазин, а вам там хамят. Либо зашли вы куда-нибудь, я не знаю, в банк, то же самое происходит, либо в поликлинику. Поэтому, мои дорогие, не стесняйтесь, не расстраивайтесь, а постарайтесь дать адекватный ответ. Не переходите на личности, на ругань, это ничего не даст. Постарайтесь вот четко и ясно сказать: а мне не интересно ваше мнение, либо я не желаю выслушивать ваши какие-то рекомендации. И все. Знаете, вот четкие какие-то слова скажите, вы этого человека на место поставите. Вам вот на этой неделе поставить вот в этот вопросака, да, в угол, чтобы никого больше он не пугал, да, и не кусал. Возможно, даже кто-то вступится за кого-то. Кого-то на ваших глазах будут обижать, да, с кем-то будут поступать нечестно и неблагородно. И вы за кого-то вступитесь. То есть прям такое чувство, да, взыграет, чувство справедливости. Как так, да? Напал там человек, да, на другого. За что? Почему? Люди себя так не ведут. Вы знаете, вам как будто бы суд вершить. И вы вот идете у меня как победитель. Победитель во всех вот таких вот, знаете, вот каких-то схватках, перепалках. Вам не захочется ругаться. Я вижу, что нет, это не ваш путь. Вы будете вот именно какими-то, может быть, я не знаю, догмами, да, либо какими-то неоспоримыми истинами людей, вот просто как пощечинами хлестать. То есть вы сможете, у вас получится. И знаете, вот эта неделя раскроет для вас вашу какую-то способность, например, да, к диалогу, либо каким-то, может быть, ну, вот спикерские таланты какие-то вскроются у вас. Это замечательно. Попробуйте вот сохраниться в этом состоянии. В будущем вам это очень сильно поможет. Кто у меня сейчас не очень в хороших настроениях по поводу вот отношений в семье, в браке, в доме? У кого, например, есть претензии к партнеру, либо вы чувствуете, что-то не так происходит в ваших отношениях, будьте осторожны. Смотрите, вот ваш партнер, а вот вы. Между вами дорога жизни. Но над вами сидит паук. Кто-то в вашем окружении, либо в окружении вашего партнера пытается плести какие-то интриги, сети, какие-то неприятности в вашу жизнь носить. Кому-то ваше счастье мешает. Кто-то решил, может быть, ну, все бывает. Может быть, человек специально это делает, а может быть, человек там, желая там, помочь, да, либо что-то там посоветовать, да, тоже вот влазит. Кто-то паук завелся. Посмотрите по сторонам. Не спешите спускать всех собак на своего партнера. Посмотрите, кто вмешивается, кто влияет, откуда ветер дует. И нужно блокировать именно того человека, кто носит деструктив. Не своего партнера, не себя там заставлять, либо молчать, либо накручивать. Здесь именно третьего нужно убрать. Третий лишний. Посмотрите, здесь прекрасная возможность на то, чтобы восстановиться. Вы знаете, ситуация в ваших руках будет. У вас в руках идет развилка. Вернее, в ногах она у вас идет. Вот куда вы пойдете, туда и вывернет ситуация. У вашего партнера путь один – смотреть на вас. Он будет вас зеркалить. Если вы вступите в конфликт на этой неделе, то знайте, что он будет очень продолжительным. Если вы сможете разобраться с этой ситуацией, заблокировать того, кто мешает, знайте, что отношения ваши стабилизируются и, возможно, даже выйдут на какой-то более продвинутый уровень. Вам будет легче договариваться и понимать друг друга. Знаете, вот прям не рубите с плеча. Я понимаю, что жизнь она такая, да, вы там уставшая, приходите, там муж раздражает, да, либо что-то делает не так, либо что какие-то дела натворил. Хочется вот прям накричать, да, сорваться хочется. Поберегите свое горлышко, поберегите нервы своего партнера. И действительно, может быть, некоторые вещи можно и пропустить. Да, не надо на них акцентировать внимание. Сосредоточьтесь на том, кто вам действительно мешает. Прекрасная возможность на этой неделе будет вскрыть этого человека.
Смотрите, здесь еще момент такой идет каких-то покупок. Либо вы чего-то очень много накупите, а потом будете думать, как бы мне это довести и что потом мне с этим делать. Либо кто-то чего-то накупит и будет вам предлагать. Да? Может быть, там мама где-то удачно скупится и принесет вам там несколько кулечков, да, сумочек наполненных. Момент, когда человек поддается какому-то импульсу. Да? Дешево я беру. Нужно, не нужно, главное, что это дешево. Не попадите под этот импульс. И если вдруг, например, позвонит вам там подруга и скажет: представляешь, я сейчас в магазине, а здесь такие скидки, вы ее попытаетесь успокоить. Потому что скупать полмагазина, не стоит. Не стоит, вообще абсолютно не стоит. Вы знаете, вы можете как-то безрассудно потратить деньги в один момент, а потом уже подумать: господи, а что же я буду делать? Да? Зачем же я потратила все? Либо потратил все. Будьте в этом плане поэкономнее, да, поосторожнее будьте. Считайте наперед, логически рассуждайте, сколько мы можем там скушать, например, либо буду ли я носить все то, что я покупаю, либо где я могу применить эту покупку, да, вот если что-то другое вы покупаете. Здесь нужно думать и не поддавайтесь на уговоры, потому что вас могут уговорить. Вы знаете, вот такой прям сладко-мармеладный, вот подойдет к вам человек и начнет вам там рассказывать, как все прекрасно, какие-то замечательные вещи, продукты, и как все это дешево, и какой прекрасный шанс вам выпадает. А вы вроде так прикинете, что да, действительно там и скидки есть, и можете поддаться и действительно потратить все подчистую. Причем накупить того, что вы и половину не используете. Если вы идете за покупками, пишите себе список и четко его придерживайтесь. Это будет самое правильное. Если действительно какие-то хорошие, может быть, предложения, скидки, тогда рассчитать, а сколько мне нужно, как я буду это, например, там кушать, либо носить, либо где буду применять. Это будет очень важно. Поберегите свои денежки на самом деле. Знаете, вот есть у кого-то такая прям опасность, да, среди недели остаться с пустым карманом. То есть как-то вот прям не рассчитать. Будьте в этом плане аккуратны. У кого любимый человек с вами на расстоянии? Вот, например, в отъезде, может быть, живет в другой стране, да, может быть, в интернете вы общаетесь. Ну, вот сложилась так судьба, да, что вы на расстоянии находитесь. Здесь какой-то прекрасный разговор у вас с ним случится. Очень душевный, очень откровенный. Знаете, вот прям кто-то даже всплакнет. Настолько человек откроет вам свою душу, и настолько вам захочется открыть свою душу. Здесь вы, знаете, как будто бы одним дыханием будете дышать. Такое единство, такую близость почувствуете. И непреодолимое желание встретиться прямо сейчас, прямо здесь, да, приехать, прилететь, прибежать. Знаете, будет очень-очень хороший разговор. Этот разговор вам поможет. Поможет понять. Кому-то поможет понять, что да, люблю. Кому-то поможет понять, что все. Будь что будет, мы должны быть вместе, съезжаться, встречаться, переезжать. В любом случае, этот разговор, он поменяет ваши судьбы, он поменяет ход событий, он поменяет ваши жизни. Готовиться к нему не нужно. Нужно быть открытым человеком. И если у вас есть какие-то мысли, чувства, эмоции, говорите. Все, что чувствуете, все, что думаете. Это будет замечательно. У кого сейчас проблемы со здоровьем? Либо у ваших близких, либо у кого-то есть проблемы. Знаете, вот вышел человек, вот большой такой, да, это доктор. Либо, может быть, медицинский какой-то работник. Человек идет, смотрите, с микстурой, с лечением. Здесь будет либо какое-то очень прогрессивное лечение вам назначено, либо вы, пользуясь рекомендацией этого человека, поправите свое здоровье, либо ваши близкие пойдут на поправку. Здесь замечательно, здесь я за вас спокойна. У кого-то, кстати, еще может быть такой момент, как несправедливость какая-то, да, несправедливое решение, либо какой-то поступок, который покажется несправедливым. Вы знаете, здесь скользкая такая тема, и я скажу так, что у судьбы, у высших сил какое-то свое, малопонятное нам, обычным людям, понятие справедливости. В любом случае, если вы почувствуете себя пострадавшим человеком, я вам скажу так, что эта ситуация, она будет скомпенсирована. Скомпенсировано либо какими-то хорошими новостями, либо какими-то мелкими подарками. Но приятными. Да? Мелкие, не обращайте внимания, приятные будут подарки. Поэтому не переживайте и не расстраивайтесь.
И еще очень важный момент. Вот если есть человек, у которого, вернее, да, необходимость постоянно передвигаться, вот я не знаю, поезд какой-то идет, поезд. То есть это может быть метро, да, электричка в метро, либо это просто электропоезд, да, если вы там в пригороде живете. Вот у вас на этой неделе вот с поездами как-то не сложится. То ли переполненные, то ли что-то вот может произойти. Поэтому если у вас есть возможность пользоваться другим транспортом, вы лучше воспользуйтесь этой возможностью. Чтобы, я не вижу прям что-то плохое случится, просто какой-то может быть стресс из-за использования этого средства. То есть опоздали, битком набитый вагон, да, там что-то произошло, да, остановился там посреди туннеля. Чтобы вы лишний раз не получили стресс, если есть возможность, постарайтесь эту неделю не пользоваться поездами, электричками, может быть, там метро, да. Вот как-то вот, если есть, конечно, возможность. Если нет, тогда старайтесь хотя бы выходить заранее, если вам нужно на работу, если вам нужно в какое-то место попасть. Вот прям возьмите себе с запасом полчасика. В принципе, это не так критично, да, но тем не менее, если что-то пойдет не так, вы можете пересесть на другой транспорт, да, либо у вас будет какой-то маленький запас времени. Вот такой вот из негатива, вот единственное, что я у вас увидела. А так, берегите себя, наслаждайтесь своей жизнью и постарайтесь воспользоваться тем настроением, которое у вас будет. А настроение будет боевое. И это замечательно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.